диктант как проект, он возник в городе Якутске в 2013 году. Тогда участвовало всего 750 человек, было 2 площадки. В этом году, в 2020, при всенародной поддержке жителей города Якутска, горожан, которые любят русский язык, словесность, которые любят писать диктант, да, мы победили в конкурсе название столицы тотального диктанта. И в преддверии этого большого события, этого праздника русского языка, мы проводим фестиваль грамотности совместно с фондом «Тотальный диктант». К нам приехала большая делегация тотального диктанта. В ее составе председатель фонда Ольга Александровна Рябковец, член правления данного фонда Вячеслав Сергеевич Беляков. Да, в составе делегации блестящие эксперты и лекторы. В рамках фестиваля грамотности состоятся актовые лекции, да, ведущих преподавателей, таких как лекция «Бриллианты русской орфографии» Владимира Марковича Пахомова, главного редактора портала «Грамота.ру». Лекция Антона Александровича Сомина о том, что нас злит, а что тревожит в современном русском языке, о различных мифах, конфликтах, стереотипах, которые окружают функционирование русского языка, ну и в принципе любого естественного языка на земном шаре. Если мы говорим об обычной нашей с вами жизни, да, за пределами мастер-класса, то я надеюсь, что они будут применять те маленькие секреты, о которых я рассказывала, и эффективность их коммуникации будет только возрастать. Я вчера встречался с коллегами из СВФУ и студентами. Мы очень много с ними, часа 2, так очень плодотворно поговорили. И поговорили даже не обо мне, а о сложностях и их пути дальнейшего, да, о путях педагогики, о том, как им, будущим учителям русского языка и литературы, преподавать младшему поколению, да, как в них все-таки пробудить интерес к чтению. Какие способы, возможно, невозможно. В общем, говорили обо всем на свете. Сначала говорили об автопробеге, но так как у нас весной нету ледостава нормального, да, мы боимся, что машины обратно просто не уедут в Москву, поэтому решили, что будем делать фестиваль грамотности, что это будет интересно, с курсами повышения квалификации, с мастер-классами. Вот встречи будут, Андрей Геласимов сам согласился, представляете, Андрей Геласимов. А автор Дмитрий Глуховский сам прилетит 8 апреля читать текст на нашей главной площадке. И Якутск, видите, не просто стал столицей тотального диктанта, но и будет всю Россию показывать свою эту культуру, можно так сказать. А текст мы получаем от автора, примерно за год до диктанта. Чуть меньше, потому что диктант обычно в апреле. Прошлый год стал исключением, из-за ковида диктант был в октябре. А текст мы обычно получаем летом предыдущего года. И начинаем с ним работать летом на стратегической сессии тотального диктанта, которая обычно происходит в июле-августе. Вот там у нас происходит первое знакомство с текстом. Мы понимаем, что хотел сказать автор, и начинаем с текстом работать. Первоначально всегда его либо читаем, либо сами пишем. Это такая очень долгая, кропотливая работа филологов и автора. Работа, которая, конечно же, приводит к взаимному обогащению. И авторы видят, как филологи работают с текстом, да, и филологи тоже получают огромное удовольствие от работы с автором, от того, как автор рассказывает, показывает, какие смыслы вложены в текст. Мы очень тесно общаемся на протяжении всего почти года. Текст у нас окончательно готов к разметке для онлайн-диктанта где-то в феврале. Хотя последние уточнения мы вносим непосредственно перед диктантом. Ответ на вопрос, почему выбрали именно этого автора, он каждый раз одинаковый. За литературное мастерство. После сумасшедшего прошлого года, из всех вещей пандемийных, кажется, очень актуальна была тема постапокалипсиса. И, конечно, когда мы думали на эту тему, как-то мы сразу придумали Дмитрия Глуховского, потому что
он в сознании, в массовом сознании ассоциируется именно с постапокалипсисом, хотя у него, опять же, тексты разных жанров. Ну вот, например, роман «Текст» — это реалистический роман, «Сумерки» — мистический роман, а его серия «Метро» — это, правда, постапокалипсис. Якутск и вообще Республика Саха-Якутия уникальный, конечно, регион, да, и ты это понимаешь просто глядя в иллюминатор, потому что тот вид, который открывается с борта самолета, не похож ни на что. И, конечно, хотелось бы, чтобы о диктанте узнало как можно больше людей и в самом Якутске, да, и в республике, и да, за пределами. И мне кажется, что как раз-таки вот этот статус столицы тотального диктанта позволит еще Якутску, да, прозвучать громче за пределами республики, а это тоже важно.